Мурат, я еще обращаюсь к тебе с благодарностью и с уважением. И знаю, что благодаря тому, что ты президент такой важной республики, ты уделяешь большое внимание детскому спорту. И то, что твои орлы обыгрывают всех в мире и в Европе, это первый показатель. Я знаю твою заботу о детях, а это будущие чемпионы Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Судя по настроению президента Олимпийского комитета Леонида Тягачева, Ингушетия перспективный для российского. А четвертый? Тебе помочь скажешь? Непревзойденный результат. Причем сделано это было не за счет вот этой общей программы газификации, а за счет внутренних источников. Что это означает? Это означает, что руководство республики поставило в качестве приоритета решение этой задачи. И тогда, конечно же, каждый, кто его поздравлял, задавал себе вопрос, как все это получится, как он примет республику и сможет ли он этот корабль вести. На мой взгляд, сегодня ответ на вопрос существует. Он стал лидером республики, он сегодня один из видных российских политиков. У него очень незавидная судьба, потому что регион неспокойный, тяжелый. Не его вина в этом, так получилось. Но это вдвойне заставляет лидера республики каждый день решать задачи, которые ставит жизнь, и задачи совершенно нестандартные, не трафаретные. Мне кажется, что у него получается. Мне кажется, что он сегодня сформировал ту опору, которая позволяет ему быть достойным лидером республики. И я просто хочу ему сказать: Мурат, вперед, держись. Я имею право, по восточным понятиям, я постарше тебя, поэтому имею право так говорить. Держись. Вот Это есть лично в руки. Она пушит,
Такая толпа идет. Я сделал, я еще не то, что... Я могу себе представить, как счастлив Мурат Магомедович тому, что в его республике рождается так много девчонок и мальчишек. Ведь это же очевидный прогресс. И все это благодаря тому, что вы, Мурат Магомедович, такой энергичный, такой любящий свою жизнь. Так, хазма хожил, масо, все долго. Я вам столыш мою. صاحب سنة تقول ويك هم شد حديد صاحب فاضيار أقول دلوقتي Ветеринарий войне. Сабр делаешь. Сапог. Тахан бея. Летоль туатинус. Ай, сапога делаешь. Дича снаха. Хагудер боснаха. Халхайет. Ай, халхайет. Тахан молодые мучи беспеле. كنا بنستهل من غلبا قاربنا غلبا مخالين والتمور يوصل الجد يوصل متعرفنا فرحته هذا شو تمور نعم في ذاك وان خيدي وان خيد برزان تقبل دي هذا المدرين حتى ليس هذا حتى بين بيدرس ناس يقول بيدرس ناس يقول تعال بين ايش بدو يعني لا لا خلصة مثلين لا 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 راح تملي الفاتير لا خلصة لا تشوف قاسم يا حشتر معلشات تعال نوصل بيت قم بتغنى يا الله شو لك بومبا شن هذا شو الحية شو وقعته بدخل سمحة وذاك ولا مش تعمل يا شن هذا Мы провели некоторое время вместе, мы были вместе в Кремле, когда я там говорил, и пригласил Путина поехать со мной в Тибет. Когда закончился это самое, он сказал, едем в Малгобек. Я сказал, я-то еду. هو تفكر وقت من وقت لا شيء لا حكينا لا آمين ليه يدخلهم آمين ليه يدخلهم آمين بيكون ضاها لا نفهم وجداتي تركوا الأهل سندان نجلكم آمين يا الله هم الأصحاب سندان نجلكم آمين خالد أصحاب سندان نجلكم آمين يا الله لا يدخلهم لا صيد وفق لا حكينا لا آمين خلوها لا ما تعرفش كيف ما تعرف لا بكرة بكرة
خلقك كده بطل بابا مثل ما أخوي لازم الفضل أهوش Тот выход машины. Трудная для республики. Во главе ее стоит вот такая личность. Он подвижник. Он практически взвалил на себя эту должность, когда Бог просто спокойненько, пользуясь своим ранее достигнутым авторитетом, жить, как говорится, и ни во что не лезть, и быть в полной безопасности. Таких людей их единицы. Но они определяют. Сейчас рядом с вами, вы с ними общаетесь, Мурат Магомедович. Какие у вас эмоции и что они для нас сделали? Вся наша сила, вся наша мудрость – это в них. Мы в них черпаем силы, они нам дают, они нам подсказывают, как жить, потому что они прожили очень трудную жизнь. Представьте себе, вот возьмите любого из них ветерана, они очень тяжелую жизнь прошли. Все ветераны вот всего бывшего Советского Союза, они вдвойне прошли. Почему? Потому что находиться на фронте, вот посмотрите, вот подряд, вот я уж не говорю о других, вот 3 медали за отвагу, их так просто не дают, тем более тогда. Вот подряд 2. Вот после всего этого, значит, эти люди, очень многие, я не хотел бы сегодня вспоминать об этом, но многие даже, я знаю, что как бы меняли свои установочные данные, чтобы до конца быть на фронте. В то время, когда значит, их народ был выслан, в то время они воевали. Почему? Потому что это была ошибка, и они понимали, и все понимали, и они до конца исполнили свой воинский долг. До конца. Многие, практически все дошли до Берлина, практически все воевали, и поэтому, конечно... Я сам до конца находился. Вот, поэтому я хочу сказать им слова огромной благодарности. Видимо, словами не скажешь это, потому что у нас богатый современный ингушский язык и современный русский. Можно говорить очень много, и, наверное, не сумеем мы сказать настолько, насколько мы им благодарны. Потому что вот сегодняшнему вот этому дню мы должны быть благодарны именно им. Потому что они приближали этот день. Уходят годы, уходят десятилетия, но память человеческая, она всесильна. Я говорил всегда об этом, и хочу еще раз повторить. Вот мы будем у них брать мудрость, мы будем с ними советоваться. И это не такое общение, которое, вот, скажем, от 9 мая до 9 мая. Нет. Забота о них, она будет каждодневно, она и есть. Многим мы решили вопросы с жильем, многим решили вопросы выделения земельных участков, материальную помощь. Это будет продолжаться. При всем при том, что у нас очень много проблем, и как бы для маневра, скажем, больших-то средств нет, но на них, на этих людях, на этих святых людях мы экономить не будем. Почему? Машина АК – это начало? Ну, машина АК, да, я вот об этом говорил не первый раз. Делать так, чтобы не сделать плохо тем, кто там столько лет живет, не нарушить традиции. И в такой молодой республике, как Ингушетия, которая исполнилась только 15 лет, нужно настроить ее на новый демократический этап развития. Много было проблем, но много было и побед. И мне бы очень хотелось, чтобы в вашей республике наступил мир и спокойствие, чтобы туда вернулись русские семьи, программы, которой вы сейчас занимаетесь, чтобы она обрела еще большее доверие. И я знаю, что генералам всегда все было по плечу. И очень хочу, чтобы вы не забывали, что вы еще военные, что та дисциплина, которая всегда дисциплинировала вас, дисциплинировала вашу команду. И всех тех, кто будет настроен на тот результат, который вы перед собой поставили, как глава этого региона. Доброго здоровья, настоящих друзей, доверия, надежды, веры и любви. Их очень много. Весь призыв, когда из Чечено-Ингушетии ушел в Брестскую крепость. Об этом тоже надо говорить. И память человеческая, она должна быть, она не должна быть короткая, особенно у ингушей, особенно у граждан Юга России, потому что
гитлеровцы рвались именно сюда, на юг России. Они понимали, что захвати Грозный, Малгобек, и потом еще Баку, и все. И война решена была. Потому что они рвались к нефтепродуктам, потому что вся машина работала бы на нефтепродуктах именно юга и конкретно. Поэтому вот эти люди, которые сегодня здесь вместе с нами, им надо говорить спасибо каждую минуту. Не просто декларировать спасибо, им надо помогать, знать их значит, нужды, знать их чаяния, их как бы, желание подсказать, помочь. И вот чиновники должны выслушивать. Чиновники должны выслушивать ветеранов и помогать, начиная от сельского совета, кончая районным и туда выше, до правительства. И решать все их проблемы. Нельзя относиться к, значит, как бы, по-казенному к нужным ветеранам. Коридор сделайте. Он был всегда лидером. И я почему-то всегда думала, этот человек станет обязательно государственным человеком. И вот, наверное, все это сбылось. Видимо, все-таки есть у каждого человека своя судьба. И вот ему судьба подарила вот это вот большое дело, большую политику он вошел. И как политик он сейчас известен, сразу стал известен и на Северном Кавказе, и в России. Что вот мне лично импонирует в Мураде Магомедовиче, это его чуткое отношение к людям. И, конечно, Зязиков далеко не случайный человек, который появился в этой республике. Могу сказать одно. Очень тяжело руководить этим народом. Очень тяжело. Потому что каждый ингуш – это характер. Каждый ингуш – это тейп, это родственные связи, это биография и так далее. Поэтому очень сложно быть руководителем этого народа и представлять его. Поэтому я желаю 50-летию хороший возраст, хороший. Я бы с удовольствием в этот возраст вернулся, но мне гораздо больше, я уже перешел в категорию аксакалов. Я могу пожелать моему молодому коллеге, другу, товарищу счастья, успехов, мужества, стойкости. А самое главное, пожелать ингушскому народу благополучия и процветания. Он достоин этого. Видимо, так и распорядилась судьба или Бог, чтобы у вас в 50 лет начался такой очень серьезный, славный и очень такой позитивный и созидательный период вашей жизни. Я поздравляю вас от всей души с вашим замечательным юбилеем. Хочу, чтобы следующие 50 лет вы прожили в таком бы состоянии души, в таком бы ритме, чтобы вас ничего никогда не угнетало, чтобы вам никто не мешал делать хорошие дела, чтобы у вас было побольше врагов, потому что это стимулирует на хорошие дела. И вы, конечно, будете и счастливы этим, и горды. И я хочу пожелать вам, чтобы вся семья вами всегда гордилась и всегда дожидалась вас домой. Красивым, вот таким веселым, живым, невредимым, смелым, волевым, настоящим мужчиной. Великий драматург и сценарист Александр Володин когда-то он написал, что правда почему-то потом торжествует, почему-то торжествует, почему-то потом, почему-то торжествует правда, правда потом, но почему-то обязательно. Человечеству она почему-то нужна, хотя бы потом, почему-то потом, но почему-то обязательно. Вот ваша правда, она вечна. А вот за это
его. Сейчас запишите. Все, пошли. Вы президент рекламы Дихадия. Таханаршин день, у вас сегодня День Победы. Как настроение мыштишин? يا وديتني قال لها هديتني حق ديالي حق ديال شرايوا وي بريزيدنت بعدولش وي جناس كريما حقلش زريما حيايرو دافع طوه وشندش دا الدنيا الآخر دا زوق لليل سخكليها توديت الجهد سندن عملو دا داريت وداخل تقدر فرامو مش بدين حواسك فتح اجوا تحيروا اجر عسكريا تحيروا يا الحال ديالي شويه بعد الاجر عسكريا ذاك يوالي الميتين البرك الغلط ده البرك العظيم سيدي حكى الشام ديالي اصل دكتور يحكوا اصلا ديالي دكتور فوق حاجه شو ده الدنيا الآخر ده ذوق الميتين اخبط ده البرك العظيم ده خيئه ميتين Есть великая нация, она называется горцы. Может быть, от того, что с детских лет дети знают три вещи. Самая красивая на свете женщина – это мама. Самый сильный мужчина – это папа. А видят они перед собой самое великое или величественное – это горы. И все три этих понятия дают изначальный толчок к тому, что мужчина рождается не малышом, не мальчиком, но мужчиной вообще. Я никогда не забуду, мне было немного лет. Я даже забыл, в каком этом городе это было. Я не помню, может быть, в Тбилиси, в Ереване, может, еще где-то. Мама обратила внимание, мне было лет 10. Мы шли по улице, и перед нами шла пожилая женщина. Группа молодых людей сидела на корточках и курила. И, повторяю, впереди шла вот эта пожилая женщина. Они все встали, спрятали сигареты за спину, подождали, пока она прошла мимо, и сели на корточки и стали курить дальше. Наверное, этому нельзя научить. Это впитано с молоком матери. Это высокое уважение к женщине, как к продолжательнице рода, но это уважение мужчины. В горах должно быть одно эхо. Одно. Это когда отец зовет сына или жених зовет невесту. Нельзя, чтобы в горах было эхо от выстрелов. В том, что я сказал, есть большое отражение в человеке, которого я уважаю. Президент Республики Ингушетия – горец. Он мужчина. То, что сегодня этот край представляет горец, в истинном смысле этого слова, мне, жителю равнины, приятно и для меня честь пожать ему руку. Дай вам Бог мира на вашей земле.